Смотрите в программе. Купание на несанкционированном пляже в Якутске закончилось трагедией. Кормозаготовка в Хангаласском районе набирает обороты. Уже скошено более 4500 тонн сена. Якутская специализированная библиотека «Созвездие» получила 5 миллионов рублей на модернизацию. Здание готовится к скорому открытию. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. 8-летний ребенок утонул на несанкционированном пляже в 203-м микрорайоне Якутска. Накануне на пульт дежурного службы спасения поступил звонок и сразу был перенаправлен водолазом-спасателем, работавшим на очистке пляжа в 202-м микрорайоне. Спасатели оперативно выехали к месту происшествия в надежде спасти мальчика, но трагедии избежать не удалось. Как выяснилось, ребенок был с родителями. Они не заметили, как сын ушел под воду. С начала года на водных объектах республики погибли 37 человек, из них 4 детей. Несмотря на это, многие по-прежнему продолжают посещать необорудованные для купания места. За дело взялись добровольцы «Восвод». В профилактические рейды с ними отправилась Саргалана Неустроева. Поговорка гласит: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Однако несчастный случай можно и предупредить. Вот уже 2 года возрожденное общество спасания на водах республики проводит различные мероприятия по просвещению не только взрослых, но и детей о том, что можно, а что нельзя делать на незнакомых водоемах. Но в связи с пандемией немножко у нас вот лекторская работа, значит, маленько приостановилась, но мы удаленно все равно работаем со школами. И мы вот буквально сейчас объявили в купальный сезон месячник. Совместно с ГИМС проводим чуть ли не через каждый день и через день рейды. Тем временем проблема смертей на воде становится актуальной ежегодно с приходом купального сезона. Для добровольцев же лето – это сезон практически ежедневного патрулирования несанкционированных пляжей. И это в 30-градусную жару. При этом организация не финансируется, а люди работают на чистом энтузиазме. Вот сейчас у нас большие затруднения, значит, мы хотим при своем «Восвод» открыть учебный пункт по, значит, курсам по спасателям, значит, обучение водителей маломерных судов, значит, по подводному плаванию и другие направления. У нас тут по водному, значит, обучению, профилактике совершенно нет никакой базы, и никто этим не занимается. И все же горожан можно понять. В Якутске имеется всего лишь один санкционированный пляж. И все желающие в жаркие дни окунуться в прохладную воду сюда попросту не вместятся. Безопасной альтернативы же жителям города никто не предоставил. В таких случаях остается только соблюдать необходимые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не ныряйте в незнакомых местах. Вы можете получить травму. Помните о родительской ответственности. Контролируйте местонахождение вашего ребенка и не оставляйте детей у водоемов без присмотра во избежание трагических последствий. Главное понимать, что умение плавать не предусматривает стопроцентной гарантии собственной безопасности. Вода – это стихия, и относиться к ней надо всегда с осторожностью. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. К другим темам. Президент Владимир Путин нашел замену Сергею Фургалу на посту губернатора Хабаровского края. Временно исполняющим обязанности стал депутат Госдумы Михаил Дегтярев. О судьбе края Анастасия Дмитриева. Да, очень хорошо. Михаил Владимирович. Президент России Владимир Путин в понедельник назначил нового исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Михаил Владимирович, есть для вас работа. Очень ответственная работа. Очень важная. И, конечно, очень нужная стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов. Вопрос. Готовы вы к такой работе? Уважаемый Владимир Владимирович, я готов. Благодарю вас за доверие, оказанное мне. Я готов немедленно вылететь в Хабаровский край. На повестке вопросы
работы устойчивой правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции. Указ о назначении Дегтярева и отставке его предшественника-однопартийца Фургала в связи с утратой доверия в понедельник опубликовала пресс-служба на сайте Кремля. Предыдущего главу Дальневосточного региона России следствие обвиняют в организации убийства двух предпринимателей в 2004-2005 годах. Басманный суд столицы арестовал Фургала на 2 месяца. Экс-глава региона содержится в СИЗО Лефортово и свою вину отрицает. Дегтярев родом из Самары, ему 39 лет. Он был депутатом Госдумы от ЛДПР прошлого и нынешнего созывов. Политик возглавлял Комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2013-м занял 5-е место на выборах мэра Москвы. Пенсионерам и пострадавшему бизнесу предоставили отсрочку по задолженности до 1 года. Соответствующий закон подписан президентом России. Воспользоваться отсрочкой можно до августа 2021 года, если сумма долга не превышает 15 миллионов рублей. Мера будет применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Получившие право на рассрочку организации будут ежемесячными платежами в равных долях погашать задолженность. В случае нарушения графика постановление о предоставлении льготы отменяется. Добычу золота на Нижданинском месторождении в Якутии планируют начать в 2021 году. Выход на проектную мощность планируется в 2022. Такую информацию озвучили на совещании у исполняющего обязанности председателя правительства региона Кирилла Бычкова с руководством Полиметалл. Ресурсы Нижданинского месторождения составляют более 380 тонн. Что касается месторождения «Прогноз» с ресурсом почти 8 тысяч тонн серебра. Проект находится на стадии геолого-разведочных работ и подготовки технико-экономического обоснования. Участок железной дороги по маршруту Томот-Нижний Бестях протяженностью 65 километров отремонтируют в Якутии в этом году. На него специалистам понадобится более 80 тысяч кубометров путевого щебня. Ремонтные работы позволят увеличить скорость составов до 60 километров в час. На данный момент скорость 40-50 километров в час в зависимости от состояния земляного полотна. Также идет реконструкция путевого развития станции Алдан, удлинение приемно-отправочных путей, согласно нормативам, для вместимости поездов длиной около 1000 метров. Житель Нерюнгри поверил лжесотрудникам банка и лишился около 1 миллиона рублей. В полицию обратился 43-летний мужчина. Он пояснил, что накануне оформил в банке кредит для покупки нового автомобиля. Через некоторое время ему позвонили с незнакомого номера. Представились сотрудниками Газпромбанка и сообщили, что его карта заблокирована, потому что взломан пароль личного кабинета и произведена транзакция в город Уфу. Путем перевода жертвы с одного лжеспециалиста на другого им удалось выманить трехзначный код с оборота карты, код с СМС-сообщений и в итоге списать деньги со счета. Кормозаготовительная компания набирает темпы в Хангаласском районе. На сегодняшний день скошено почти 6 тысяч гектаров и заготовлено свыше 4,5 тысяч тонн сена. Это 14% от плана. В этом году задействуют мобильные бригады. Особое внимание уделяется качеству кормов, ведь в первую очередь от него зависит, как пройдет зимнестойловый период. Также в районе идет конкурс субсидий по программе развития кормопроизводства на строительство изгороди, приобретение семян, кормовых культур, сельскохозяйственной техники и оборудования. Уникальный двор появился в 203-м микрорайоне Якутска. Помимо детской площадки и зоны отдыха, там установили фонтан. Посмотреть на него приходят со всей округи. Туда отправился и Александр Хавренко. Да, действительно, этот двор можно назвать уникальным. Таких дворов в нашем городе не так много. Здесь очень здорово сделано общественные пространства, детские площадки, спортивная площадка, зона отдыха и, конечно же, гордость. И гордость этого двора – это вот этот вот замечательный фонтан. Фонтанов не так много в нашем городе, и тем более фонтанов, которые находились во дворе жилых домов. В принципе, жителям домов все нравится, они очень довольны этим фонтаном, но, к сожалению, сюда иногда заходят не совсем трезвые компании, которые приходят то ли посмотреть на фонтан, то ли здесь отдохнуть. Естественно, этим они доставляют некий дискомфорт для жильцов этого района. Но, как нам заявил представитель управы, в ближайшее время будет решен вопрос с графиком работы этого фонтана. Давайте послушаем, что нам он рассказал. Данный фонтан у нас появился
в рамках благоустройства микрорайона. Его построил застройщик, застройщик РФА Инвест, генеральный подрядчик АЭП Капитал. В прошлом году осенью был, поздней осенью, первичный запуск его, немножко поработал. В этом году в связи с пандемией фонтан запустили чуть-чуть попозже, когда пошли послабления. В принципе, нас радует. Это единственный фонтан в микрорайоне. Ну и у нас в городе не так много фонтанов. Что можно сказать? Жителям по большей степени нравится. Режим работы фонтана сейчас установлен с 9 утра до 9 вечера. И параллельно по регулировке режима фонтана мы сейчас проводим опрос среди жителей двора. Это 15, 16, 17, 18 дома, где мы находимся. Для того, чтобы как-то его скорректировать. То есть как жители захотят корректировку времени, в таком режиме он и будет работать. Ну и хотелось бы обратиться, конечно, к гражданам нашего города, к тем, кто приходит любоваться и отдыхать на этот фонтан. Хочется попросить их более уважительно относиться к этому месту. Потому что, как нам, например, сказали представители управы, недавно кто-то из хулиганских побуждений налил в фонтан шампуня, из-за чего пошла пена, ну и было не очень комфортно здесь отдыхать. Поэтому, пожалуйста, приходите, смотрите, отдыхайте, но при этом уважайте и себя, и уважайте жильцов ближайших домов. Якутская специализированная библиотека «Созвездие» получила 5 миллионов рублей на модернизацию. В рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в прошлом году библиотека стала одним из победителей конкурса. На сегодняшний день ремонтные работы практически завершены. В здании установлены перекрытия, потолочные конструкции, полностью окончены монтажные работы. В обновленной библиотеке будет несколько секторов. Это детский, взрослый, а также коворкинг-центр и смарт-лаборатория. Библиотека будет готова открыть свои двери уже в конце сентября. Данная библиотека позиционирует себя такой плюристичной библиотекой, которая, как сказать, продвигает идеи толерантности, очень тесно работает с национальными общинами, которые есть в нашем городском округе. И благодаря модернизации эта работа выйдет на новый уровень. Здесь будет выделен Центр национальных литератур с отдельной кафедрой, со своим отдельным фондом, который будет называться «Полярная звезда». На этом пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в следующем часе.